Я очень за нее волнуюсь. Мы долго готовились, поступаем мы в медицинскую академию. Продолжаем сдавать досрочный этап ЕГЭ. Сегодня на очереди были биология, физика или иностранный язык. На выбор. Здесь на месте нам выдали карты, сказали, по каким кабинетам нужно пройтись. Мы прошли по всем врачам. Десант из почти полсотни медиков прибыл в Ингушетию. Лучшие кардиологи, неврологи, окулисты и другие к вашим услугам. Роман Исмаилюков без сомнения стал опорой для возрождения духа народа. Монумент подлинному произведению искусства. Сегодня в Назране увековечили книгу Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Руководителем, председателем Федерации футбола Республики Ингушетия избран Халухаев Хаваш Заудилович. Стало известно, кто возглавит Федерацию футбола в Ингушетии. Расскажем о проведении досрочных выборов. В этот день пропагандируют непроходящую роль детской книги, формирование духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. От этой традиции не отходят писатели и нашей республики. Когда мир грез реальнее, чем сама действительность, а каждое слово – житейская мудрость. Сегодня Международный день детской книги. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня Юнусбек Евкуров поздравил с днем рождения Виктора Матюка, начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Ингушетии. Поблагодарил Виктора Викторовича за работу по укреплению безопасности и порядка в республике. Также в ходе беседы Юнусбек Евкуров рекомендовал Матюку обратить внимание на тех сотрудников, кто хорошо зарекомендовал себя на военной службе и имеет положительные отзывы от начальства, чтобы они имели возможность пройти отбор и пополнить ряды войск Национальной гвардии в Ингушетии. Ведем жесткий отбор, вот именно, чтобы они соответствовали всем своим качествам, что касается именно и физической подготовки, и правовых направлений. Поэтому кандидаты есть, рассматриваются. Будем выбирать самых лучших из лучших, чтобы эти подразделения у нас были на самом деле на высшем уровне. Мы постараемся поднять управление Росгвардии и не только управление, а все подразделения на самый высший уровень. Физически не готовы. Конечно, понятно. Не профотбор, а психотбор, но тем не менее водитель лучше контроль этих ребят. Потому что много ребят, которых я вижу, иногда ко мне обращаются, они уж там по своему по внешнему виду соответствуют, а дальше глубже уже смотреть, это тоже как мандатная комиссия или приемная комиссия посмотрит. Поэтому посмотрите, пожалуйста. Я понял. Изучите, дайте вот этим ребятам шанс. Это раз. И второе, с военкомом подпишите соглашение, тоже как форма была бы такая, она применена впервые в регионах России. И я думаю, что и по линии Министерства обороны, и по линии вашего руководства это приветствовали. Подписать соглашение. И те ребята, которые с армии возвращаются с хорошими характеристиками, они имеют шанс рассматривать на прием. На прием, да. Там же у нас не резиновые, не безразмерные же эти штаты. Подразделения. Но, по крайней мере, он мог бы уже встроиться в схему и уже претендовать на то, чтобы служить по Росгвардии. Я понял. И плюс третья форма – это переговорить со своими коллегами в регионах за пределами Северокавказского федерального округа, потому что там есть нехватка, там тоже есть нехватка по штату. То там уже рекомендации наших ребят, чтобы они могли бы там служить уже не только здесь, в республике, но и в других регионах России. Юнусбек Евкуров в рамках встречи в Москве с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудил вопросы приобретения для республики коммунальной техники у группы «ГАЗ» при участии Минпромторга России. Приобретение для региона этой техники и маршрутных автобусов в рамках программы Минпромторга России о субсидировании закупок газомоторной техники позволит обновить и дооснастить парк общественного транспорта и техники дорожно-коммунальных служб. Повысит безопасность их эксплуатации, отметил Юнусбек Евкуров в интервью нашему каналу. Задача в ближайшее время закупить, приобрести до 50 единиц техники. Это поливальные, подметальные машины, это и малогабаритные машины для газонов и так далее. То есть то, что необходимо для города, как коммунальная техника. И в этом направлении у нас есть договоренность с корпорацией «ГАЗ». Эта техника будет на газомоторном топливе.
И Минтранс, это Минпромторга, у них есть порядок субсидирования своей договоренности корпорации ГАЗ. Поэтому мы с Денисом Валентиновичем обсудили эти вопросы и договорились о том, что мы можем в этом проекте участвовать. Тем более деньги, которые мы просим на коммунальную технику, это не бюджетные источники. И я надеюсь, что в ближайшее время мы эту технику приобретем. Биологию, физику или иностранный язык на выбор сегодня сдавали в ходе досрочного этапа ЕГЭ. В этом году экзаменационные материалы печатаются прямо в аудиториях. Бланки ответов сканируются в пунктах проведения. Все эти новшества добавляют объективности и исключают влияние человеческого фактора. Амина Бокова с подробностями. Найти свою фамилию, номер аудитории, место за партой. Рассадка участников ЕГЭ проходит еще задолго до начала экзамена. Поэтому первым делом абитуриенты и их родители знакомятся со списками, вывешенными на входе УППЭ. Среди них и Тамара Ацурова. Сегодня она пришла поддержать свою дочь. Я очень за нее волнуюсь. Мы долго готовились, поступаем мы в медицинскую академию, хотим стать хорошим стоматологом. В общем, я хочу всем пожелать удачи сегодня, всем поступающим. Родители все тут стоят, переживают тоже, как и я. А для Дианы Гандалоевой это уже вторая попытка осуществить мечту детства – стать известным стоматологом. В прошлом году ей не хватило несколько баллов для поступления в медицинский вуз. Поэтому она решила вновь попытать свое счастье. Настроена девушка решительно. Уверенности ей добавили занятия с репетитором. Я подтягивала генетику. Теория для меня как бы особого труда не составляет. Я с преподом подтягивала чисто генетику, поскольку я вообще не вникала в нее. Хочу поступить, в общем, если получится, в Санкт-Петербург, ну или же в Ставрополь. Сегодня абитуриенты сдают досрочный экзамен по 3 предметам на выбор. Это физика, иностранные языки и биология. Если говорить об изменениях в КИМах, то в этом году по физике добавились новые задания базового уровня. Одно из них связано с астрофизикой. Также появился прототип задания, в котором абитуриенту необходимо полностью собрать установку для проведения опыта, указав все комплектующие. Но это далеко не все. А вот ЕГЭ по биологии и иностранным языкам серьезным изменениям не подверглись. До начала экзамена осталось совсем немного. КИМы для участников ЕГЭ уже готовы, остался обязательный инструктаж. В случае нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзамена. Участники, нарушившие порядок проведения экзамена, повторно к сдаче ЕГЭ в текущем году не допускаются. А чтобы экзамен прошел без нарушений и максимально прозрачно, за его ходом следят общественные наблюдатели. Это студенты вузов, колледжей и просто неравнодушные жители, в том числе и Мадина Дзейтова. Я решила стать общественным наблюдателем, потому что я считаю, что это мой долг, чтобы экзамен прошел без нарушений, чтобы дети получили достойные баллы. А сегодня мы с утра присутствуем в этом пункте, нарушений не было, подмен тоже. Стать общественным наблюдателем и лично следить за ходом экзамена может любой желающий в любом городе страны. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте смотриегэ.ру и получить доступ к онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения, расположенных в каждой аудитории пункта. Ну а следующий экзамен будет уже по обществознанию и литературе и состоится 4 апреля. Амина Бокова, Адам Дулаков, Новости 24. В Ингушетию прибыл сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства. Врачи будут содействовать Минздраву республики в проведении диспансеризации населения. Первый пункт назначения – Малгобекский район. Репортаж Светланы Томовой. С раннего утра в Малгобекской центральной районной больнице и шагу негде ступить. Чтобы люди не стояли в долгой очереди, прямо во дворе установлены палатки, где жители района могут взять свои карточки и подписать добровольное соглашение на виды медицинских услуг. Приезд врачей стал возможным благодаря договоренности, достигнутой между главой Ингушетии Нузбеком Евкуровым и руководителем медико-биологического агентства России Владимиром Уйбой. Более 50 медиков, большинство из которых специалисты узкого профиля, проведут масштабную кампанию по диспансеризации населения региона. Цель и задача, то есть это все-таки охватить максимальное количество людей, да, ну, соответственно, да, обратившихся к нам, да, и совместно с местными врачами, с местными коллегами мы будем работать. Это и выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, и решение вопроса дальнейшего лечения, либо это здесь, на территории республики, либо это в федеральных клинических центрах
Федерального медико-биологического агентства. В детской поликлинике буквально не протолкнуться. Десятки родителей с маленькими пациентами столпились у входа к специалистам различного профиля. Приезду врачей такого уровня здесь только рады, ведь самое главное для каждой мамы – это здоровье ее ребенка. Ну, конечно же, диспансеризация очень важна. У нас как таковых проблем никаких не было, но тем не менее, когда нам позвонил педиатр и сообщил, наш участковый педиатр сообщил нам о том, что приезжают врачи хорошие, московские, мы сразу же пришли. Здесь на месте нам выдали карты, сказали, по каким кабинетам нужно пройтись. Мы прошли по всем врачам. Очень вежливые и добрые врачи нам попались. Очень хорошие, все осматривали, все смотрели. С детьми очень хорошо себя ведут, если честно. Профессионально себя ведут. Дети их не боятся, все хорошо. А тем временем, пока некоторые родители дожидаются своей очереди, в кабинете педиатра проходит обследование маленький пациент. Врач-педиатр и невролог в одном лице внимательно осматривает мальчика и дает назначение. Диспансеризация, она очень важна. Особенно детского населения, учитывая наше время, наши экологии, нашу ситуацию, лучше предупредить и выявить заранее болезнь, чем потом уже как-то корректировать ее последствия. Обследование проходит не только в здании районной больницы. На улице пациентов ожидает целый мобильный комплекс Федерального медико-биологического агентства, который включает в себя несколько специализированных автомобилей. В составе сводного медицинского отряда работает экспресс-лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием. Например, результаты анализов предоставляет пациентам в течение 1 часа. Это вот у нас гематологический анализатор Хемолюкс-19, который выполняет общий анализ крови. Он показывает 11 показателей. Здесь входят и гемоглобин, эритроциты, все основные такие показатели. Есть биохимический анализатор, который выполняет уже широкий спектр. Это все печеночные, урологические все пробы. Также здесь все желающие могут пройти флюорографическое обследование и маммографию. Последнюю процедуру женщинам настоятельно рекомендуют проходить в полгода 1 раз. Маммография – один из методов, когда идет раннее выявление именно онкологии. Поэтому очень рекомендуем, чтобы женщины приходили, не боялись, потому что это не больно, в конце концов. Неприятно, может быть, но это не больно, и ничего страшного в этом нет. Дозовая нагрузка рентгеновская невысокая, поэтому нужно посещать онколога-маммолога и делать маммографию вовремя. Во взрослой поликлинике сегодня также многолюдно. Многие пришли пройти медосмотр у опытных врачей. Тем более, что далеко выезжать не нужно, ведь специалисты сами приехали в их район. Если в детской поликлинике картина обстояла лучше, то во взрослой врачи отмечают, что люди в возрасте особо не стремятся пройти обследование, но каждый должен отдавать себе отчет, что это необходимо в первую очередь им самим. Очень много, к сожалению, запущенных случаев. Это в основном люди пожилого возраста, которые по разным причинам просто не ходят к врачу. Либо далеко, либо просто не хотят, либо, не знаю, лень, я не знаю. Потому что если не лечиться, то ситуация будет только ухудшаться. И большинство болезней связано, конечно, с тяжелым физическим трудом, с подъемом тяжести, и так далее. То есть это все обусловлено факторами образа жизни. Как отмечает министр здравоохранения региона, регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения. Вот эта совместная работа наших врачей с докторами ФМБА, она даст свой положительный результат. И если мы в эту акцию сможем выявить как можно большее количество людей, имеющих какие-то либо заболевания на начальном периоде, это, соответственно, сохраненные жизни,
жизни, это сохраненные здоровье людей и жителей Республики Ингушетия. Поэтому, конечно, вопрос очень важный и нужный. Врачи сводного медицинского отряда пробудут в Ингушетии до 25 апреля. За это время столичные специалисты планируют посетить все населенные пункты Ингушетии. Конечным пунктом приема станет Джейрахский район. Светлана Томова, Гапур Чахкиев. Новости 24. Правительство Ингушетии планирует включить в федеральный проект «Чистая страна» ликвидацию 19 законсервированных свалок в муниципальных учреждениях республики. Об этом говорится в отчетном докладе Юнусбека Евкурова к итоговому заседанию коллегии Минприроды России. На реализацию проекта по стране планируется выделить около 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. В рамках проекта будет вестись работа, направленная на ликвидацию крупных проблемных свалок, в том числе расположенных в Назране и в сельском поселении Нестеровское. Для включения указанных объектов в проект «Чистая страна» уже собран необходимый пакет документов в Минприроды России. Напомню, что ключевая цель проекта – уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронениями твердых бытовых отходов. Также создание информационной системы, обеспечивающей выявление и ликвидацию свалок на основании сообщений граждан. Реализация проекта рассчитана до конца декабря 2025 года. Продолжается реконструкция автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курб. Очередной участок трассы было решено расширить на 3,5 метров. Работы планируют завершить уже к августу. Репортаж Индиры Манкиевой. Когда последний раз ремонтировали эту дорогу, уже не вспомнить, но зато глубокие кочки и трещины на асфальте говорят о том, что было это очень давно. Дорога является транзитной, поэтому движение здесь не прекращается ни днем, ни ночью. Дорожники планируют расширить данный участок и уложить здесь 2 слоя асфальта, что позволит привести дорогу в нормальный вид. Рабочий процесс вовсю идет. Дорожники с утра и до вечера трудятся, не покладая рук. На данный момент они роют ров для расширения дороги. Именно на этот участок многократно поступали жалобы от водителей, ведь нередко здесь возникали аварийные ситуации. И этим летом, как обещают дорожники, проблема будет решена. Мы делаем ущерение 60-70 сантиметров. Мы делаем ущерение, вот 2 метра 75 идет ущерение. Общее полотно будет асфальтом 11,50. Насколько качественно вы выполняете работу? Качественно мы делаем работу, как полагается. Есть контроль автодорог, есть кураторы, которые занимаются этим. Дорога Назрань-Малгобек-Нижний Курб. Реконструкцию начали еще в 2013 году. По сегодняшний день на определенных участках ремонтные работы продолжаются. В настоящее время работы ведутся за счет республиканских, за счет средств дорожного фонда. Мы с вами видим, здесь задействована техника, какая она необходима. Фирма, которая здесь сегодня производит, на сегодняшний день работает, она имеет у себя очень хорошие потенциальные возможности, производственные мощности, ну и кадровый потенциал тоже. Поскольку часть дороги перекрыта, возникают определенные проблемы. Многие водители, проезжающие этот участок ежедневно, ждут не дождутся завершения работ. Но, как отмечают автолюбители, новая дорога, да еще и расширенная, стоит всех сегодняшних неудобств. Очень рада, что будут эту дорогу ремонтировать. То, что здесь очень постоянно высокое движение. Немного узковата эта дорога и была очень такая неудовлетворительном состоянии. Но я сейчас проезжаю и обрадовался, что делают эту дорогу, расширяют ее. Это прекрасная новость. Участок дороги планируется сдать в эксплуатацию в августе. Именно тогда водители смогут забыть про все кочки и неровности. Проторенный годами маршрут станет ровным и удобным. Индира Манкиева, Мэрибек Миржоев, Новости 24. Еще одна благоустроенная улица появится в скором времени в столице республики в рамках проекта формирования комфортной городской среды. 18 марта, в день выборов президента страны, жители Магаса в отдельных бюллетенях проголосовали и за территорию, которую хотели бы увидеть в новом свете. По условиям программы в этом году благоустроят 2 территории – общественную и придомовую. Так, больше всего голосов жители столицы отдали за обновление проспекта Кулиева. Здесь появится новое асфальтовое покрытие, цветочные клумбы и кустарниковые растения. Строительные работы начнутся уже в ближайший месяц. За эту территорию в итоге проголосовало 1400 человек.
Мы в этом году здесь будем менять покрытие, демонтируем ограждения. Также предприниматели, которые занимаются предпринимательской деятельностью у нас по проспекту Кулиева, именно в этом отрезке, будут за свои средства приводить в соответствие входы-выходы в общественные помещения. Также здесь будут упорядочены рекламные конструкции. Сегодня состоялось открытие памятника роману «Из тьмы веков». Эпическому произведению, написанному ингушским классиком Идрисом Базоркиным, в этом году исполняется 50 лет. Увековечили книгу монументом. Его установили на аллее Базоркина в центре Назрани. На церемонии открытия присутствовали родственники писателя, его близкие и, конечно, почитатели таланта. Залина Могушкова расскажет подробно. Снежные вершины, громады скал, от сотворения мира в хаосе поднявшиеся к небу. Именно этими строками запева начинается роман Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Книга описывает последние десятилетия XIX и начало XX века. Автор романа писал: книга – это не энциклопедия жизни ингушского народа. Она о становлении личности, о борьбе характеров в условиях значительных исторических событий и о людях, создававших эту историю. Открытие памятника роману на аллее имени Идриса Базоркина приурочено к 50-летию его выхода в свет 22 мая 1968 года. Спустя полвека монумент книги открывают потомки Идриса Базоркина. Никогда не оборвется веков связующая нить, пока потомки будут помнить и чтить достойных сынов своего народа. Над скульптурой работал заслуженный художник России Николай Дзукаев. Дизайн и внешний вид будущей композиции местные власти, ставшие инициатором проекта, обсудили со старейшинами рода Базоркиных. Сколько бы мы ни старались бы, сколько бы не называли бы улиц, площадей, памятников в честь великого писателя, мы все равно не сможем отдать ему дань памяти настолько, насколько он этого заслужил. А он заслужил очень многое. Заходящее солнце добело высветило скалы Цейлома, которые стеной окружают крохотные терраски пахотной земли. Посреди этих земель возвышается каменная глыба. Так начинается роман. Автор описывал пейзажи в горной Ингушетии настолько реально, что кажется, будто он писал пейзаж, как художник на лоне природы. Каждую написанную часть вечером в кругу семьи автор обсуждал с родными. Все они сегодня здесь – супруга, дети и даже внуки. По известному выражению, народ, который не знает своего прошлого, не чтит его, он не имеет будущего. Поэтому я хотел бы сказать в завершении, что этот памятник – это как раз лучшее доказательство того, что ингуши чтят, помнят свою историю, своих героев и воздают им должные почести. «Из тьмы веков» – первая книга из трилогии. Обитатели башен и тайны замка Альгетти не вышли в свет из-за событий осени 92 года. Первая книга заканчивается событиями, происходящими в 1918 году. Чтобы написать роман, автору понадобилось ровно 152 дня. Ко второй и третьей книгам уже были готовы заготовки, очерчены основные сюжетные линии, написаны характеристики и некоторые диалоги. Весь этот материал утерян. Дочь Идриса Аза попыталась сохранить хоть малую часть написанного и переписывала материал от руки. Кое-что у нее сохранилось. По мотивам романа не раз ставили спектакли, причем постановки каждый раз собирают полные залы зрителей. Сегодня без театральных декораций отрывок из спектакля играют актеры Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии. Суд ходится не нормально. Малей. Hazır ukda doğuşmuz. Hazır xtarətin deyə qırnyanı qırdıш yaxşı baxdı. Baş ayıya. Almış ki farqa sagır o. Sıxarsa ibnə haqati. Müzik getiri tariya sagır. Ay az hüquq farqar. Səsiz. Az yutur çarıyor. Идрис Базоркин посвятил свою жизнь литературе, но, будучи политическим деятелем, участвовал и в становлении ингушской автономии. Он говорил: «Мне пришлось быть участником или свидетелем многих событий нашей эпохи, и я должен всем этим поделиться с современниками и теми читателями, которые будут узнавать нас уже издалека». Так и случилось. Его творчество любят не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Этот роман, эта книга стала лекарством
которая лечила израненные души ингушей. Она рассказала правду о нас всему миру. Роман Исмуяков без сомнения стал опорой для возрождения духа народа. Этот роман, как и другие произведения ингушского классика, включены в школьную программу ингушской литературы, ведь в нем описывается быт, нрав и обычаи ингушского народа. Залина Могушкова, Магомед Дидигов, Новости 24. Еще не все новости. Вот что вас ждет во второй части программы после короткой рекламы. Стало известно, кто возглавит Федерацию футбола Ингушетии. Расскажем о проведении досрочных выборов. Сегодня Международный день детской книги. Вико, пить! Наследника! Родить! Поздравляю, папаш! Мальчик у вас! Эй, Вико, живи легко! Эй! Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск Home и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск Home. Назрань, улица Евлоева, 41. Вопросы порядка регистрации машины, а также налогообложения изменяются практически каждый год. В 2018-м время прохождения самой процедуры сократилось до 1 часа. На проверку поданных документов отводится 20 минут. Именно столько должен проводиться осмотр автомобиля. На принятие решения закон отводит 10 минут. Последние 20 минут занимает процесс выдачи готовых документов. Ну а как все это выглядит на практике, расскажет Ева Ужахова. Оператор проверяет достоверность представленных документов: свидетельство на автотранспорт, водительское удостоверение и договор купли-продажи. Желающим зарегистрировать свой транспорт или оформить продажу оказывают консультативную помощь. Вот и Али Гандалоев пришел переоформить автомобиль. Проблем никаких с переоформлением у меня. Очень даже грамотное обслуживание. С утра я здесь, сейчас уже вот подаю, буквально следом получу документы и все. Пришлось ли за что-то платить? Ничего, все нормально. Как госпошлины оплачиваешь и все. Не нужно также доплачивать и за дополнительные услуги. Валентин Крыжановский решил купить новый автомобиль и оставить себе уже полюбившиеся ему госномера. Я просто бронирую номера свои, чтобы они... Сейчас я получу новые номера, другие, так сказать, мягко говоря, на транзит для продажи автомобиля. Приобретаю новый автомобиль по программе «Трейд-ин» в Минеральных водах. Потом на тех же номерах возвращаюсь сюда и получаю свои старые номера. Вот. Этот сервис сейчас очень удобен, если ты хочешь сохранить старые номера свои. Готовые образцы бланков заявлений в свободном доступе для каждого. Сотрудники МРЭО помогают клиентам оформить договор, страховку и правильно заполнить бланки. Однако, как выяснилось, многие не желают простаивать в очередях и обращаются к посредникам, которые находятся здесь же у входа в МРЭО. Так называемые посредники, по словам госинспектора, в свою очередь не теряют времени. Мы обнаружили пару человек, которые уже не первый час осаждают окошки регистрации, но, заметив съемочную группу, меняют место дислокации. Привлечь их к разговору не удается, но добросовестные автолюбители охотно делятся мыслями. Возможно, знаете, иногда при ускорении, если очередь большая, все-таки живая очередь, есть живая очередь, от нее никуда не денешься. И, конечно, туда можно заходить, они там тоже быстро, удобно работают. Но такая экономия времени чревата последствиями. Граждане, обратившиеся в эти пункты, несут уголовную ответственность за подделку документов. Люди оказывают за деньги посреднические услуги в оформлении транспортных средств. Это незаконно. Потом приходят просто сюда жаловаться. А почему, а как, а что? Когда им начинаешь объяснять, что а зачем вы это делали? Мы не знали. А кто должен знать?
Незнание не освобождает от ответственности. Обращаться к посредникам нет никакой необходимости. Все можно быстро и законно оформить здесь же, уверяют и сами автолюбители. Нету никакой необходимости обращаться ни к кому. Просто заходите в МРЭО, сдаете заявление, документы и буквально за считанные минуты получаете переоформленные свои документы. Никаких проблем, никаких вопросов, сложностей здесь не возникает. Пытаясь уберечь граждан от опасности, государственный инспектор обращается ко всем жителям республики. Нельзя, не стоит платить какие-то деньги каким-то непонятным лицам, которые будут уверять, что они работают в РЭО или как-то связаны с РЭО. Это неправда. Они не работают, не связаны. Вы предоставляете сюда нам необходимые документы в соответствии с нормативными актами, и мы оказываем вам государственную услугу. Все, что от вас нужно в денежном отношении, это оплата государственной пошлины в соответствии с налоговым кодексом. Не более того. Ева Ужахова, Рамзан Зурабов, Новости 24. В апреле в Ингушетии пройдут 3 крупных спортивных мероприятия. Первым из них станет 10-й международный турнир «Битва в Назране. Дорога в М1», который состоится 7 апреля в Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева. В турнире намечается 18 поединков, в 14 из которых примут участие наши спортсмены. Взвешивание участников пройдет 6 апреля в Доме торжеств «Гранд Палас» в Магасе. Следующим спортивным событием в регионе станет первенство СКФО по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, которое пройдет с 12 по 16 апреля. В нем примут участие 300 спортсменов, где Ингушетию представит команда из 50 участников. Спортсмены, получившие призовые места, смогут принять участие в финале первенства России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, которое пройдет в Дагестане с 7 по 10 мая. Завершающим мероприятием станет второй этап Кубка России по скайранингу среди мужчин и женщин от 18 лет, который пройдет 22 апреля. В нем примут участие до 50 спортсменов из разных городов и регионов России, в том числе и Ингушетии. Стало известно, кто возглавит Федерацию футбола Ингушетии. Накануне прошли досрочные выборы. Эта должность, кстати, оставалась вакантной с конца января. Голосовали несколько десятков человек из разных районов республики, представляющих региональный футбол. Рассказывает Тамерлан Хамхоев. Футбол в Ингушетии всегда был на высоком счету среди населения. Взрослые и дети, любители и профессионалы. Среди всех слоев населения можно найти тех, кто футболом так или иначе увлекается. Поэтому на плечах президента Федерации этого вида спорта лежит большая ответственность, чтобы футбол в нашем регионе стал еще более популярен. И самое главное, чтобы у всех желающих была возможность играть в эту игру. Среди кандидатов на пост президента Федерации 3 человека. Первым слово предоставляют Алихану Ахильгову, человеку, который не первый десяток лет занимается ингушским футболом и его популяризацией среди населения. Ну, прежде всего я скажу о том, что мы должны, если мы болеем за развитие этого вида спорта, как футбол, с детского футбола начинать. В тесном контакте Федерация футбола должна работать с Министерством образования республики. Футбол в Ингушетии необходимо развивать на всех уровнях, начиная от любительского и заканчивая профессиональным. Так считает Хаваш Халухаев, еще один кандидат, который в своей речи выразил надежду, что сообща удастся решить все проблемы ингушского футбола – финансирование, обеспечение экипировкой и прочее. Период цаплас. Вы уже в футболе через 5-6 лет дубко ветеран команд жугует, это уже поколение. Мы в школе функционируем, но ангушта подача отца. Ежегодно 2 человека, чисто попа. И соответственно, кандидатура шханялась, потому что у нас детский чемпионат на нулевом уровне. В этом году мы с Султаном договорились, что сейчас новый по тренеры все свои команды выставляют, дубли же на большой чемпионат тоже команды дублями прикрепляем, параллельно проводим детский чемпионат. Предвыборной программы у последнего кандидата не оказалось. Адам Дзаитов отметил, в руководящей работе он новичок. Адам занимался профессиональным футболом и выступал за Ингушт. И если президентом будет выбран он, то первой его задачей будет изучить все проблемы ингушского футбола, а затем поступательно заняться их решением. Если, допустим, если вдруг выберут меня, допустим, я эту программу уже буду составлять после того, как познакомлюсь со всеми нюансами, там, то есть все представители команд, какие-то, если вопросы в любом случае, со всеми пообщаюсь.
Так или иначе, подходит время для голосования. Согласно общепринятому решению, внесенному в повестку дня, оно будет открыто. С большим отрывом от конкурентов президентом Федерации футбола Ингушетии стал Хаваш Халухаев. Человек, знающий все тонкости ингушского футбола изнутри, теперь будет руководить федерацией. И таким образом, большинством голосов руководителем, председателем Федерации футбола Республики Ингушетия избран Халухаев Хаваш Заудилович. يا موافق تسيء زيادة أقول الله مميز تغن يبوق حبيبي تقولي شرطك أو حسين يواقع بشحابي على بوس ونتعبوت شوكاك بريزيدنت فيدراسيون على يوفو يلي جاتو شوكاك روكا ودي لا تقول يا بروستا نزايد بلان أتيدو سك أوقت ياكس سروك شخالت أنا السحمن زوج شامل شوكتان أوزا شو أنا جديد نعرف شو هذا نوع باخر حوالي خواص فولات الزوات أنا صار أرغيل. Как подвели итог собравшиеся, важно не то, кого мы выбрали, а то, как он сможет выполнять свою работу. Ну а у Федерации футбола Ингушетии в ближайшее время впереди очень много работы. Тамерлан Хамхоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Разобраться в себе, найти вдохновение и начать свою жизнь с чистого листа. Ответы на многие вопросы можно найти именно в детской литературе. Она пропитана непосредственностью, природной мудростью и, конечно, желанием постоянно находиться в движении, идти вперед. Люди, которые создают такие произведения, всегда придерживаются установки, что зорко одно лишь сердце. Сегодня Международный день детского писателя. Репортаж Жаридат Халухоевой. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Снежная королева», «Русалочка». Благодаря этим и другим знаменитым произведениям великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, начиная с 1967 года, 2 апреля весь мир отмечает Международный день детской литературы. В этот день пропагандируют непреходящую роль детской книги, формирование духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. От этой традиции не отходят писатели и нашей республики. Хотя детская литература в Ингушетии появилась сравнительно недавно, она уже полна яркими и содержательными произведениями любых жанров. В частности, надо отметить сказки и стихотворения начинающей писательницы Лиды Евкуровой, автора поэтических сборников и рассказов для детей как на русском, так и на родном языке. Язм ерсиметел язду аз но духанцы что чам аз втеха духанцы что но молла яздиш волсаг цунхуна цаяздан сдадати ачум духа ил адат квацу атаказ вдохновение уали цунцани хаштин хамкертич что махболшул. Произведение Лиды – это отражение ее жизненной позиции. Умение в обыденном увидеть необычное, будь то история о женщине с яблоками или кошке, которая благодаря заботе человека из агрессивного превратилась в самого нежного и благодарного питомца. Все эти сюжеты основаны на собственных наблюдениях писательницы, заимствованные из самой жизни. И поэтому ненавязчиво воспитывают и детей, и взрослых на примерах различных ситуаций. داخشتهن هن بتاب اشتاچو يشير جار دبا يشير بيش نرجان انشل تي دار بحث يرج عليك بوج لاهتين تا ايسكش الخر بيخاب بيان خيتش داخج ناخ ج تاغن وين دال حلوج دول رزق اسار مدتلار دم $2 يان خيتش از سين اسعطغا سين تصعطغا حمدير اشتش حقول بيها اج تبيه راس داخ داي بلر بيشو Воспитывает такое уважительное отношение к другому человеку, какой бы маленький он ни был, он человек. Писать Лида начала еще будучи подростком, но показать свое творчество решилась только 6 лет назад, впервые опубликовав свой рассказ в детском журнале «Селат». За этот период накопилось достаточно произведений, которые, собрав в одном сборнике, она презентовала в прошлом году. Наблюдая за своими внуками, будущему автору захотелось открыть для них новый мир чудес и сказок, которые звучат для малышей по-особенному на родном языке. Насколько интересна ее работа оказались для детворы, можно понять, послушав, с каким выражением и интересом они читают ее стихи.
Творчество Евкуровой по праву можно назвать большим шагом в развитии детской литературы в республике. Сегодня ее книга наравне с произведениями других известных ингушских писателей выставляется во всех библиотеках региона. А впереди у писательницы еще много идей, которые она стремится воплотить в будущем. Рарадат Холхоева, Рахман Цуров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.